прямом эфире новостя. У микрофона Макар Марковкин и Степан Сундуков, здрасте. У вертолет лопастя, а у нас последние новостя. Российские новости. В Гослото заявили, что житель Новосибирска выиграл в лотерею самую крупную в истории России сумму – более 358 миллионов рублей. Получается, что Гослото – это филиал Роснана. С чего ты взял? Такие же деньги на ветер выбрасывают. Я так думаю, что в современной России надо две вещи клонировать – Шойгу и Гослото. Мужчина сделал ставку всего в 1800 рублей. Наконец-то в России появился человек, которого не интересует ни курс доллара, ни цена за баррель нефти, ни кризис в экономике. Для победы жителей Новосибирска необходимо было угадать шестизначную числовую комбинацию: 11, 13, 45, 42, 1 и 7. Может, эти цифры специалистам из правительства показать? Может, в них скрыт секрет экономического роста? Международные новости. Постпред России в ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции против страны могут перестать действовать уже летом 2016 года. Вот что хотят эти европейцы, то и творят. Мы только-только к санкциям привыкать начали, а они, опа, и новый стресс. Чижов отметил, что санкции не могут быть вечными, так как это противоречит базовым экономическим интересам стран Евросоюза. Ну да, европейцы не россияне. Для них экономическое состояние страны критично, и терпеть назло они не умеют. Кроме того, он отметил, что страны ЕС будут принимать решения по санкциям с учетом ущерба, который эти меры им принесли. В общем, ничего не поменялось. Чем хуже будет у соседа, тем нам лучше. Коль санкции нам отменят, мы это, поверьте, оценим. Но пусть еще знают теперь, Европе мы больше не верим. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.